Ребята, это аэропорт Сеул. Смотрите, какие красивые цветы. Очень красиво. Представляете? Такие крутые цветы. Мне так понравились. Они, наверное, по всему аэропорту вот так украшают этой красотой. Там очень красиво. Супер. Аэропорт Сеул. Знаете, ребята, даже удивляюсь чистота этих аэропортах. И вот смотрите, это мужской туалет. Я сейчас покажу вам. Посмотрите, какая чистота. Кафе или где-то. На первую очередь смотрю. Это мужской туалет в аэропорту. Посмотрите, какая чистота. Ребята, я не перестаю удивиться до сих пор аэропорту Кореи. Как красиво, смотрите. Как модель сумка. Да, вы бросайте. Как модель сумка необычно. Я имею в виду, что смотрите, как удобненько, чистенько. Ну, я имею в виду сама дизайн. Сама идея в том, что дизайн классный. Тут вы не найдете ни одного другого там какой-то там где-то, чтобы кто-то что-то бросил или что-то-нибудь такое. Аэропорт так чисто, вообще обалденно. Очень чистый аэропорт. Они постоянно с утра до вечера убирают. Нет тут, как у нас там, где хочешь, там бросили мусор или ведро или чего-то такого. Нет вообще. Очень удобно, очень хорошо. Дорогие друзья, вот это остров. Это очень-очень туристический остров. Вот я только приземлился. Теперь пойдем в этом острове. Это недалеко от Японии. Я посмотрел в карте, когда самолет летели, там недалеко от Японии. И между этим Северной Кореей, по-моему, и дальше внизу там Гонконг и так далее. Вот, мы приехали. Вау! Круто! Здесь тоже сами видите светофоры и внизу, и вверх. На полу тоже светофор. Видите, вот она. Потому что у многих людей получается, что они глаза на телефон. Обычно же часто же так. Вот так. Красиво, правда? Вау. Это, посмотрите, дорога. Вот эта дорога, видите, вот это мягкие покрытиями. Вот это мягкие покрытия. Это для того, чтобы нога не скользнулась. И она, чтобы было удобно и мягко, особенно большинство людей же ходят каблуком и так далее. Вообще круто. Очень хорошо. Еще с закрытиями, чтобы от дождя это было удобно. Смотрите, как стоянка, как придумано. Полов очень удобно сделано. Мне что понравилось в Корее, что они доделаны, додуманы, детально, до мелочей многие. Вещи, которые удобны для жизни. Ребята, один из лучших островов Кореи, Южной Кореи, вот это остров Чеджу, да? Чеджудо. Мне только что наши друзья говорят, что вот Ольга и мистер Ким, что если вы были в Корее, но не в Южной Корее, но не были в этом острове, считайте, что вы просто не были в Корее. Значит, тут очень круто. Завтра днем я буду посмотреть и вам расскажу. И интересная философия тут, очень необычная философия тут. Многие есть камни, и почему-то говорят, что здесь женщины, которые дольше всех под водой могут сидеть. Те времен, наверное, им пришлось защищать себя, тех времен, наверное, поэтому вот такая красота такая. Сейчас только 11 часов ночи. Доброе утро, дорогие друзья. Посмотрите, что стоит возле окна небольшого отеля. Здесь прямо на берегу. И на берегу остановились прямо. И у него что тут стоит. Смотрите. Вот таких этих. Если ты хочешь вот посмотреть, если вдруг там пожар или что-то будет, вот такой вещь есть. Цепь и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы из окна или там что-то помогать или спускаться или что-то-нибудь такое. Даже инструкция не такая. Внутри, я проверю внутри, что я это впервые вижу. Вот на внутри, смотрите. Трос, цепь, ремень. Представляете? Я такого впервые вижу. Вот, ребята, с утра Чеджудо, остров Чеджудо. Помните, три яркие, что ассоциируется, оказывается, с Чеджудо. Это ветер. Действительно, с утра такой ветер, я чувствую тут. Ветер
Вот она, камни. И сильные женщины, которые могут, оказывается, долго под водой находиться. Раньше им пришлось, оказывается, самому добываться еду себе. Женщинам от того, что мужчины постоянно были в поездках в море и так далее, получается, плавание, да? Поэтому вот это ветер, камни, женщины. Вот с чем, оказывается, ассоциируется это остров. Вау, так красиво, ребята. Очень-очень красиво. Такая красота. Ребята, знаете, у меня в селе, где в районе, где я живу, вот постоянно из этих камней делаем огороды. Ограждение, как называется, сбор, что ли, забор, да? Забор. И здесь именно так, видите? Я как будто к себе в каком-то моменте частично к себе домой как будто вернулся. Видите? Вот каждый кусок земли они используют, но везде забор, везде теплицы вот такого рода. Я не успел показать вам теплицу. Вот, вообще супер, ребята. А дальше океан. Вот заборы, видите, из камня, везде из камня. Вообще необычно, круто вообще. Очень красивый декор получается. Вообще Корея очень зеленый. Оказывается, в свое время государство давал каждой семье определенное количество деревьев и заставлял сажать. И люди сажали. Почти не знаю, сколько там тысячи, но каждая семья обязана была сажать. И поэтому все горы, оказывается, полностью это очень зеленые, очень-очень зеленые. Оказывается, Корея около 60 или 70% горы составляет. Земля мало, горы много. Но они горы очень зеленые. Это не просто, да, горы все зеленые. Вообще очень красиво, честно. Вон там гора, видите, все и зеленое везде. Это, представляете, все эти деревья, оказывается, люди сажали. Крышка какая-то, обычная крышка. Очень-очень-очень необычная, ребята. Шапочка как будто. Вау. Открой вот это, ну-ка. Открой. Здесь, оказывается, остров, очень много мандариновых плантаций, это называется мандариновый рай. Вот, оказывается, еще называется его, типа этот, да? Такое место, где постоянно со всего Кореи, оказывается, где медовый месяц проводит. Почти очень огромное количество корейцев всегда, когда женятся, оказывается, медовый месяц проводит именно в этом острове. Чеджудо. О. Смотрите на эту красота. Вау. Очень красиво, правда, ребята? Очень красиво. Вокруг этого острова, скорее всего, еще мелкие острова тоже много. Вау, какая красота!
По этой лестнице поднимаешься. Замечательно. Очень красиво. Супер. Супер красиво. Очень даже красиво. Супер красиво. Долго. Очень красиво. Вот мне ребята привезли партнеры, хотят показать. Несколько тысяч лет. Этого вулкана несколько тысяч лет. Вот видите, очень много людей, оказывается, приходят сюда. Вот это остров. Вот. И это, оказывается, это вулкан. Под это, ну, входит в ЮНЕСКО. Вот сюда пойдем. Хочу пойти посмотреть. Вот, теперь на паровозе, не знаю, куда они меня собираются возить. Я сейчас пойду. Куда идем? О, вот интересно, такие необычные вагончики. Ну, необычно. Сейчас пойдем посмотрим, что там будет. 레이크사이드역, 피크닉 가든역, 라벤더, 그린피앤 로즈 가든역을 거쳐 요 느낌이 발바닥에 지금 모래를 굴러가는 느낌이에요. 요 느낌을 많이 느끼실수록 발바닥이 시원하게 풀릴 거니까요. 뒤꿈치에서 앞꿈치까지는 꾹꾹 눌러주시고 발등이랑 약한 곳은 슬슬 만져주시면서 발가락 사이사이 손가락도 한 번씩 넣어보세요. Говорят, что хорошо помогает все заболевания ног, отеки и так далее, и так далее. Очень сильно, кажется, помогает для большой круг кровообращения. Все от чая. А это какой-то вид соль. 손을 많이 움직여주실수록 붓기가 빠집니다. 그리고 지금 오늘의 친구는 제주에서 한가하게 지납니다. 제주의 햇살 한국은, 제주의 바람 한국은, 제주의 아침 이슬 한국이 오늘은 차이를 취합니다. 건강하게 태어난 차이요. 차한잔 되기까지 참 많은 정성이 필요합니다. 마치 아이를 다루듯 언제나 신경을 꽂아줘야 합니다. 자그마한 녹차 하나로 맛과 향이 변할 수 있게 조금은 느리더라도 정성과 싸웁니다. 한국은 차가구에서 묵은 찻잎이 여러 종류의 차가 되기까지 정성 어린 생기를 끝내랍니다. Это плантация чая, ребята. 차가구의 새싹이 올라오는 끓기 시작하죠. 그리고 발이 시원해지는 느낌이 Это порошок маска, а это соль, а это масло на основе чая. 자, 그리고 일반적인 수돗물이 지금 이렇게 보면요. 지금 부분도 끓죠. 연수 과정을 거치면서 연수물로 바뀌어요. 그래서 피부가 가려운 부위나 염증 있는 부위, 발가락 사이에 무좀균, 습진균 이런 것도 포함될 거고요. 자, 몸속에 열발가락 좀 움직여볼까요? 발가락을 꼼질꼼질꼼질꼼질 해보세요. 느낌 괜찮지 않나요? 이렇게 살짝만 움직여주셔도 혈이 돌아요. 순환이 돼요. 그러면서 자석이 빠질 거고요. 발은 시원해지는 느낌도 느껴보실 수 있을 거고요. 자, 우리 여기 발가락을 였을 때 그 조직이 바닥의 느낌이라고 할까요? 미끌미끌한 느낌 느껴지시죠? 이게 입욕대의 고관절이거든요. 자, 다리에 발을 올리십시오. 슬슬 발이 준비되셨으면 제가 진행 도와드릴 거고요. 지금 저랑 따뜻한 물 받고 발 나오는 것도 다시 해볼게요. 우선 제 오른쪽이 뜨거운 물이고요. 반대쪽이 찬물입니다. 손잡이 뜨거운 방향이죠. 위치 놔두시고 그대로 양쪽 발만 조급게 하나 넣어주세요. 발 이렇게 붙이지 마시고 넓게 하셔야 돼요. 가운데 뜨거운 물 지나갑니다. 그리고 밑에 동그랗게 닫아주십시오. 자, 그리고 이제 제가 물을 드시라면 드시는데요. 처음부터 뜨거운 물 나오지 않고 온도가 올라갈 거라서요. 이 물이 뜨거워지면 찬물 쪽으로, 차가우면 다시 뜨거운 쪽으로 손잡이를 왔다
какой-то английский городок, что ли. Вот такого формата придумано. Поэтому будете поезда, кажется, такого формата, как это тех времен. Типа небольшие кабинки, поезды. Вот. Это как будто гольф-площадки. В общем, очень хорошо сделан для отдыха. Смотрите, как хорошо придумали цветы. Красиво, красота. Вот такие дела.